Здравствуйте, это программа «Алато Лайф», и сегодня мы поговорим о таком явлении, как подростковая беременность и половое воспитание, темы, которые чувствительны для нашего общества и зачастую остаются вне поля нашего внимания, где-то осознанно, где-то подсознательно мы боимся об этом говорить и обсуждать эти темы, хотя, мне кажется, это очень важно, и сегодня мы подробнее поговорим об этом с главным специалистом отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Раисой Асылбашевой и программным специалистом Фонда ООН в области народонаселения Асель Тургуновой. Здравствуйте, добро пожаловать в нашу студию. Раиса Бейшеналиевна, наверное, давайте начнем с цифр, да? Какова сейчас ситуация с подростковой беременностью в Кыргызстане, и позже поговорим о последствиях и причинах этого. Спасибо. Очень актуальную проблему поднята сегодня, и я бы остановилась на некоторых демографических показателях в стране. У нас за 2021 год зарегистрировано 153 631 родов. Некоторое снижение у нас в сравнении с 2020, где было 154 родов. И, конечно, подростковая беременность тоже на сегодня она является наиболее такой серьезной проблемой, потому что у нас идет и рост подростковой беременности, и рост раннего материнства. Я бы хотела отметить, что из числа всего количества родов, которое отмечено, 6% уже составляет подростковая беременность. Но если по возрастам рассмотреть, то от 13 до 17 лет уже настораживает нас цифра 442 против 2020 показатель составляла 250. Ничего себе. И в два раза у нас рост идет в то же время, и рост, я бы сказала, одним из методов регулирования рождаемости, это является, конечно, прерывание. На сегодня у нас очень, это вопросы аборта тоже, там тоже у нас именно среди подростков 972 уже зарегистрировано, и против 942. Если так рассмотреть, то у нас превалирующий больше возраст, это 18-19 лет составляет 6%. И, как я отметила, с 13 до 17 лет у нас 442 это подростки, именно этого возраста. По поводу прерывания хочу уточнить, здесь есть какая-то корреляция, например, когда речь идет о заболеваниях, передающихся половым путем, в частности о ВИЧ или СПИД, то там ведется некая корреляция, что если официально там условно 100 человек, то эту цифру надо умножать на какой-то и мы увидим реальную картину. Здесь, если говорить о прерывании, особенно в подростковой беременности, насколько вот официальные цифры, они соответствуют действительности? Или у нас есть такое явление, как нелегальное прерывание или подпольное? Я бы хотела отметить, конечно, это данные Центра электронного здравоохранения, где вся статистика у нас проводится, и в общем это по республике у нас данные. Но сам аборт, это, как я вам сказала, что это одним из методов регулирования, это аборт, который проводится не только в государственных, но и в частных, где, возможно, из 10, может быть, 3 регистрируются, остальные не регистрируются, но в данное время Министерством здравоохранения проводится при поддержке наших партнеров определенная работа, чтобы именно и во всех частных клиниках, чтобы достоверность цифр была, работа статистических данных, чтобы через Центр электронного здравоохранения. То есть это не только государственные должны регистрироваться, но и в частных клиниках должна быть работа. Я просто почему заостряю на этом внимание, в некоторых странах, где запрещено прерывание беременности, да, там без причин, в разных странах по-разному, где-то с религиозной точки зрения, где-то еще с какой-то, практикуются подпольные аборты. И подпольные аборты, они ведут очень к серьезному росту заболеваний, передающихся половым путем, и к ухудшению в целом здоровья женщин, которые на это пошли, в подпольных условиях, не всегда с соблюдением санитарных норм. В нашей стране насколько актуальна вот именно вот эта проблема? Я бы хотела сказать, что у нас есть очень много частных клиник, наверное, таких подпольных, возможно, может быть, иметь место, но у нас все обращаемости в основном в частных клиниках, где они лицензированы и имеют сертификаты. Но в то же время у нас бывают случаи и криминальных вмешательств, но это уже мы работаем с правоохранительными органами. На сегодня, конечно, возможно, есть случаи такие, о которых цифры пока недостоверны. Я здесь хотела бы добавить по поводу
именно абортов и подростков, потому что до прошлого года существовал закон о репродуктивных правах граждан, который позволял 16 лет подростку самому решать и принимать решения касательно своего здоровья. Но, к сожалению, сейчас, из-за того, что многие законы были уже приостановлены, и они совмещаются с другими законами, по сей день идет разработка закона об охране здоровья, и там мы ведем очень большую работу, чтобы все-таки репродуктивные права и здоровье тоже занимали особенное место. И на сегодняшний день мы не можем говорить о том, что остался ли этот возраст 16 лет для подростка, когда он может без согласия родителей или опекуна решать за свое здоровье. На сегодняшний день, то есть если обращается девочка 15 лет, любой медицинский сотрудник, он должен об этом сообщить. То есть это должен быть с каким-то человеком. Поэтому то, что вы вопрос поднимаете, он такой очень, так скажем, чувствительный, и много исследований надо сделать в этой области. Да, потому что это же, учитывая отношения в нашем обществе, да, кто-то скажет, что это менталитет, кто-то скажет, что это какие-то другие ценности, но это же такая вещь, когда в первую очередь нужно подумать о здоровье ребенка. И если, например, так, как вы говорите, то, что нужно обязательно сообщить или что, то это толкает подростка, особенно учитывая пубертат и учитывая гормональные изменения в организме, то это может подтолкнуть на какие-то радикальные методы. И самым страшным, наверное, из этого может стать и суицид. Вы правы абсолютно, потому что именно в этот период, как вы правильно заметили, идет очень сильное развитие физиологическое. И так организм имеет некий стресс, да? И этот период, он начинается с 10 до 19 лет. Поэтому Всемирная организация здравоохранения определяет возраст подросткового периода от 10 до 19. То есть в этот период организм, он развивается, да? Развиваются вторичные половые органы. Помимо этого, параллельно идет психологическое развитие подростка. Но мы должны еще не забывать, что есть еще социальный аспект, когда он вливается в социум, когда он определяет свои ценности и так далее, да, становится частью большего социума. Поэтому в этот такой стрессовый период, так скажем, накидывать какие-то большие стрессы для подростка, это может подталкивать. На сегодняшний день, я думаю, что Разиба Ишиналиевна может подтвердить, именно суицид на фоне аборта не фиксировалось. Но, опять же, но вероятность высокая. Может быть. Ну, если это не прямой, то это может быть из-за неправильных методов прерывания или каких-то, опять же, обращения к знакомым. Или, кстати, очень важный аспект нашего сегодняшнего разговора — это то, что приводит, мне кажется, многих до сих пор в ужас, да, несмотря на то, что мы живем в век информации, вроде в современном мире, словосочетание «половое воспитание» и все, что за ним кроется. И как раз отсутствие этого полового воспитания и может привести к тому, что дети, мы не забываем, что это дети в первую очередь, и уровень их познания мира и опыт, он намного не такой широкий, как у нас, у взрослых, и это может их подталкивать на какие-то радикальные, кардинальные методы, и отсутствие регулирования в половом воспитании может как раз привести к тому, что они в любом случае найдут информацию в интернете. Она может быть, чаще всего она крайне недостоверная, у своих сверстников, у которых опыт в этом отношении тоже не такой большой, и знаний, скорее всего, практически нету. И это как раз и выводит из-под контроля. Когда мы, пытаясь излишне контролировать эту сферу, где-то табуировать, наоборот, выплескиваем это в такую неконтролируемую зону, да, в сумеречную зону, так называемую, где может произойти все, что угодно. Но я бы хотела отметить, что со стороны Министерства здравоохранения проводится работа. На сегодня именно за последнее время вопрос подросткового здоровья поднимается. У нас сейчас очень хорошие программы при поддержке ЮНИСЕФ, при поддержке Фонда народонаселения. Разрабатывается много мероприятий и межведомственные мероприятия. К примеру, сейчас образование, здоровый образ жизни, да, неклассные часы проводят именно по репродуктивному здоровью, где и темы
есть, которые непосредственно должны отражаться врачом профильного звена. И эти вопросы тоже прорабатываются. Школьная медицина тоже, программа школьной медицины тоже на сегодня тоже так актуальна. И очень много программ именно по школьной медицине проводится. И вопрос сексуально-репродуктивного здоровья, уже репродуктивного здоровья подростков для Министерства здравоохранения всегда является актуальным, потому что именно наши подростки – это наши будущие мамы, будущие родители. Поэтому и очень много клинических протоколов разработано, очень много по психологическому, по проблемам психологического стресса тоже очень много клинических протоколов. И необходима, конечно, информированность, грамотность населения, чтобы вот именно по этим вопросам у них не было затруднений. Также и можно по мобильным приложениям найти очень много у нас таких сайтов для молодежи, где могут они открыть именно по телефону, приложениях телефона. Есть такие сайты, где можно они получить больше информации. Также можно сказать, что у нас есть очень хороший в городе Бишкек поликлиника студентов, она называется именно для студентов, для учащихся профтехобразования. Тоже есть, работают специалисты, которые с выездом уже, они могут с выездом проводить обучающие семинары, тренинги с молодежью. И я бы хотела отметить сейчас и крыло молодежи тоже очень сильно в таком находится в сильной работе, я бы сказала, и поддержка молодежи тоже хорошо, позитивно сказывается и на наших совместных мероприятиях. Угу. Вот то, о чем вы говорите, как молодежи, да, детям получить доступ вот ко всему этому. Ну, насколько эта информация доступна и открыта, потому что, говоря об интернете, мы до этого, я не знаю, согласитесь вы со мной или нет, интернет — это, с одной стороны, кладезь не бездонная информации и знаний, а с другой стороны, это кладезь бездонной всякого рода псевдонаучных изысканий, домыслов и каких-то слухов, чего угодно. То есть здесь важно там уметь отличать одно от другого. И вот как, например, я 13-летний подросток, столкнувшись с такой проблемой, да, познаю свое тело, познаю отношения со своими сверстниками, и там уже задумываюсь, может быть, о каких-то половых отношениях, не зная об этом ничего, просто потому что, ну, и с телевизора это все видно, и из интернета, и вокруг мои сверстники вроде как об этом все достаточно убедительно говорят, хотя это может быть и неправда. И вот куда мне обратиться, если у меня, ну, то есть достаточно осознан, чтобы спросить у компетентного человека, а не послушать там своего друга или подругу, который, я тебе сейчас расскажу вот такие вещи. Я бы здесь отметила, у нас при Министерстве здравоохранения работает Республиканский центр укрепления здоровья, который большую информационную вот такую деятельность они проводят, именно работа с подростками, работа со школьным образованием. Я бы еще отметила в приложении, каждая тема, она для каждого возраста как бы направлена, не в том в общем русле пишется, да, для каждого возраста есть свои моменты, на которые должны именно обратить внимание. Поэтому для 18, возможно, эта тема уже более расширена. Для 13 это, как вы говорите, ознакомление со своим телом, как это все происходит, какие процессы происходят именно в период растления, в период вот, возрастных, вот, именно с возрастом. Конечно, каждый ребенок должен знать все, что происходит с его организмом, но это все описывается в руководстве, и я думаю, что и в приложении тоже отмечено. И любой подросток, он может именно по данным, именно для того, чтобы, если его тема интересует, для его возраста, открыть в приложении и найти ответы на все вопросы. Плюс у нас еще работает школьная медицина, там тоже могут именно наши специалисты как бы раскрывать эти темы и проводить классные часы, участвовать в этих классных часах. Я думаю, что эти вопросы на сегодня они не закрыты, у нас эта работа проводится, и любой подросток может получить информацию. Я бы также отметила, есть у нас еще неправительственные организации, как
альянс по репродуктивному здоровью в городе Бишкек, в городе Каракол есть у нас и в Джалабаде. Центр репродукции человека, который работает с подростками именно по подростковым вопросам. Кыргызский научный центр репродукции человека в Джалабаде, центр репродукции человека именно Джалабадского областного уровня. Работает также в Высокульском областном центре репродукции человека, где вопросы, именно связанные с подростками, могут получить. Плюс они проводят еще дополнительные работы с подростками, это освещение, вот именно бывают у нас круглые столы, бывают у нас какие-то информационные действия, где мы можем раскрывать через телевидение, через радио, через средства массовой информации. А подобная работа ведется ли с родителями и с педагогами? Потому что живое общение с самыми близкими людьми доверительное. И у детей же мозг как устроен? У них вот те же самые приложения, да, или информационные ресурсы, о которых вы говорите. Там вот написано и все, что вот это вот так, это вот так. Кто-то поймет, а у кого-то возникнет еще больше вопросов. И здесь на помощь, как мне кажется, должны приходить вот как раз родители и педагоги, люди, которым дети доверяют. Потому что, не знаю, вот насколько вы согласитесь или нет с утверждением, что все проблемы, большинство, да, 90% проблем, которые возникают у наших детей, в том числе связанных и с репродуктивным здоровьем, и с половым воспитанием, это ошибки нас, родителей. Потому что где-то мы не смогли что-то правильно донести или направить, а где-то мы сами некомпетентны в каких-то вопросах. Вот ведется ли работа, направленная на то, чтобы повысить компетенцию у родителей и убрать вот этот барьер, где-то табу, стыда и всего остального, чтобы матери или отцы могли со своими детьми сесть, спокойно поговорить в доверительном тоне и направить их в ту или иную сторону, а не так, что «ой, сам узнаешь». Вы знаете, это в действительности последние годы это актуальные вопросы. Вот мы сейчас работаем над тем, чтобы у нас работала школа. Раньше была школа материнства, мы сейчас говорим школа позитивного родительства. Это цель нашего вот именно вот такого направления, это в первую очередь укрепить тесно семейные узы, чтобы тесная связь родители, дети. Также именно чтобы во время беременности и супруг тоже понимал о роли родительства, роли отцовства. Очень много программ у нас и в родовспоможении. К примеру, если у нас партнерские роды проводятся, где отец может присутствовать на этих родах, или один из близких родственников может присутствовать на этих родах, увидеть весь процесс. И первое прикосновение кожи к коже тоже. Это тоже побуждает чувство ответственного родительства. Это позитивные моменты, которые именно на роль семейных уз, которые повлияли бы. И мы сейчас уже поднимаем вопрос, что это будет не только школа материнства, где мы должны обучать беременных об опасных признаках. Это будет школа позитивного родительства, где мы должны не только с беременными, но и с семьей этой беременной работать. То есть, чтобы ребенок родился у них желанным, ребенок, чтобы мог получить все необходимые навыки в этой жизни, чтобы он научился, в первую очередь, любить себя, любить семью. Но когда он уже узнает и уважает эти все принципы, то, я думаю, и государству он тоже будет такое же трепетное отношение делать в дальнейшем. А вот к тому моменту, когда он начнет задавать вопросы своим родителям? Я могу сказать, что на самом деле у нас многие родители не подготовлены. Они не могут, не то что не могут, они не знают, как правильно ответить. Потому что до этого Разиба Шаналиевна сказала, что у каждого возраста есть определенная мера рамки, информации. Да. Там 7-летней девочке тоже надо говорить о репродуктивном здоровье, только вот это и так далее. По-моему, уже лет 10 внедрена программа «Здоровый образ жизни» в школах. К сожалению, он пока как факультатив, но по нашей информации они ведутся активно, особенно в классных часах. И там каждый год там получается от 6 по 11 класс. И если вы посмотрите на эти руководства, они отличаются, потому что порционно дают каждую информацию. Помимо этого, уже лет 8 внедряется очень активно предмет «Здоровый образ жизни» в профтехобразовании.
То есть основные, так скажем, да, обучающие компоненты были охвачены. Но дело в том, что большинство, вы правильно заметили, мы работаем с самими подростками. Но вот нужно работать и с родителями тоже. То есть их обучить, как они могут правильно начать этот разговор и поддержать, если вдруг возникнут, да, какие-то вот вопросы. Сейчас таких прям программ нацеленных я не слышала, то есть именно с родителями. Но, например, мы очень сейчас активно работаем с религиозным сообществом, куда приходят, да, имамы, женщины-лидеры и вообще все, кто считает себя там религиозным. И вот обучаясь они сами, они уже говорят, мы теперь понимаем, как я могу пообщаться со своим ребенком. И они уже распространяют среди своего сообщества, например, да. И тем самым, мне кажется, мы вот так частично делаем этот охват. Я бы хотела бы отметить, именно вот в этом направлении у нас и межведомственное взаимодействие идет. Мы именно в межведомственном взаимодействии ключевым у нас является Министерство труда и социального развития, проводим и прорабатываем мероприятия. И вот именно школа позитивного родительства одним из сквозных наших моментов, где мы все вместе, ведомства, работаем в этом направлении. Вот эта тема, да, которую мы сегодня поднимаем, как бы на фоне вот подростковой беременности и цифры, которые вы назвали, это, ну, мне кажется, такие довольно-таки серьезные цифры, потому что получается, что много детей подвержены этому. И это же, ну, вот такой, не знаю, правильно ли будет говорить, да, беспечное отношение самих подростков к своему здоровью, но мне кажется, это вот опять же, ну, по крайней мере, я в этом убежден, что это беспечное отношение окружающих, в частности, взрослых ко всему этому. И это же такое в будущем может иметь довольно серьезные последствия, как рост числа заболеваний, передающихся половым путем, к бесплодию и еще ко многим проблемам репродуктивного здоровья у женщин. Сегодня вот у нас в стране, вот помимо вот тех мероприятий, вы рассказали о очень большой работе, которая проводится. Что еще планируется дополнительно или что еще планируется пересмотреть вот в ближайшее будущее? Ну, я бы еще хотела бы остановиться и об одной тоже именно в направлении Министерства здравоохранения. Вот с сентября 2022 года начата именно работа по вакцинации вируса папилломы человека. Вы знаете, что одним из лидеров мы по Центральной Азии занимаем первое место по раку шейки матки, а в Кыргызстане у нас первое, конечно, рак молочной железы по смертности, и на втором месте рак шейки матки. И поэтому Министерством здравоохранения при поддержке наших партнеров начата работа по вакцинации девочек 11-12 лет, по вакцинации от вируса папилломы человека. И здесь прошли много больших кампаний, информационные кампании были, сейчас работа идет по вакцинации. Я думаю, что при этом мы сможем при общем нашем усилии сможем вот именно в этом направлении снизить и количество заболеваемости, смертности. Вирус папилломы человека, она как бы, это такое заболевание, мне кажется, она не дает пока никаких симптомов, и только уже в таком уже плачевной ситуации мы видим, что насколько она поражает организм молодых наших девочек, и в дальнейшем как бы рассматривать серьезные проблемы в дальнейшем, в будущем их репродуктивного здоровья. И я бы тоже сказала, отметила бы именно и в этом направлении работа по улучшению ситуации, именно по оздоровлению и по качеству репродуктивного здоровья, чтобы у нас население, конечно, индекс здоровья у нас низкое на сегодня в Кыргызской республике, очень много заболеваний, которые отражаются и в дальнейшем на их, во время процесса беременности, родов. Поэтому я думаю, что в этом направлении как бы тоже играет существенный вклад в улучшение репродуктивного здоровья подростков. Ну, плюс еще, мне кажется, вот наша инициатива по планированию семьи 2030, очень большая инициатива, которую взял на себя Министерство здравоохранения. До 30 года будем продвигать вопросы планирования семьи. И когда говоришь про планирование семьи, многие считают, что это контроль рождаемости. На самом деле не так.
Это наоборот, чтобы рождались здоровые дети, чтобы организм матери тоже отдыхал. Это соблюдение интервала между родами. И в рамках, так скажем, этих обязательств будет вестись работа, включая, наверное, не только вопросы контрацептивных средств для женщин, но и для подростков, например. Потому что запрещать делать что-то будет неправильно. Мы лучше предотвратим такие последствия, как нежелательная беременность, да, там, аборт или какие-то еще смертности через вот такие программы. Ну, для общего понимания я бы отметила, раз у нас 153 631 родов зарегистрировано, из них 9% это беременность, дважды беременеть раз в год. Да. Начало года, конец года. И этим самым и здоровье, риск последствий тоже могут отразиться на здоровье наших женщин. Поэтому и в этом числе тоже наши подростки, возможно, и в этом направлении тоже надо нам активно работать, в том, чтобы здесь не то, чтобы снизить, да, вот рождаемость, а наоборот улучшить, чтобы у нас здоровье населения, чтобы ребенок рожденный, он должен родиться от здоровой матери. Человек, который дважды беременен, он не успевает, организм не успевает восстанавливаться, и ребенок как бы не может получить того родительского тепла, именно потому что рождается второй ребенок, и вся внимание уже на второго ребенка. Поэтому в этом направлении тоже при поддержке Фонда народонаселения, программа планирования семьи 2030, мы хорошо отработали планирование семьи 2020, и Фондом народонаселения дали свои, получив результаты, продолжили в этом направлении, потому что мы видим, эти показатели, они хорошо отражаются и на наших показателях материнской смертности. Я бы отметила, что у нас некоторое снижение идет. Да, мы занимаем первое место в Центральной Азии, Восточной Европе, но если по динамике посмотреть, последних лет, то у нас некоторое снижение есть. Конечно, в период COVID у нас был немножко рост, но сейчас уже некоторое снижение есть. Это отражается на всех наших работах, результаты нашей работы, то, что мы работаем в тех направлениях, где можем урегулировать, снизить показатели материнской смертности, показатели снижения подростковой беременности. Конечно, Министерством здравоохранения это не должны мы на этом останавливаться, мы должны работать именно по информированности, по грамотности населения, чтобы эти информации не только с подростками работали, но и с родителями, с семьями и, конечно же, религиозными общинами, чтобы мы смогли в этом направлении вместе брать такие цели по снижению. Спасибо вам большое, что пришли и ответили на наши вопросы о такой важной и чувствительной теме, как подростковая беременность. Хочется только добавить еще одну ремарку, что в вопросах подростковой беременности, планирования семьи и даже самой беременности очень важную роль играют не только женщины, но и мужчины. Да, это обязательный момент, мне кажется, в целом семья. Спасибо вам еще раз. Я напоминаю нашим зрителям, что мы говорили о подростковой беременности в Кыргызстане и ее последствиях с главным специалистом отдела лечебно-профилактической помощи Министерства здравоохранения Раисой Асылбашевой и программным специалистом Фонда ООН в области народонаселения Асель Тургунова. Это была программа «Лото Лайф». Наш эфир продолжается. Оставайтесь с нами.